много лет там прожил в Иране, а потом вернулся уже, и его отец, Всеволод Федорович Миллер, он вообще из обрусевших немцев был, балтийских, да, он был русский академик, очень много работ написал по русскому фольклору, и этим был знаменит в русской науке. А потом он очень увлекся иранским миром и писал, занимался татским языком, талышским не занимался. Талышским он, да? Осетинским, у него осетинские этюды, классическая работа, которая до сих пор известна. Вот. И направил своего сына, который тогда искал себе какой-то путь в жизни, направил вот на занятия талышским языком. И Борис Всеволодович в начале 20 века вот уехал в Талыши, там прожил много лет, написал книгу, потом издал талышские тексты, где в предисловии он в этом периоде своей жизни рассказывает. Вот. Ну, еще о нем можно прочитать, ведь вот в сборнике эти русские и советские востоковеды, Милибанд такая составила. Вот вы, наверное, знаете, что странного, как тесен мир, что это Милибанд оказалась двоюродной тетей английского министра иностранных дел. Да, вот она. Это есть у вас книга эта? Есть эта книга у вас? Есть. Нет, у меня, к сожалению, ее нет. Там даже и обо мне маленькая статейка есть. Да. Это нам необходимо найти эту статью. Да, вот там, значит, статья о Борисе Всеволодовиче и Всеволоде Федоровиче. Вот, а эта Милибанд, она сейчас уже ей, наверное, под 90 что-нибудь, вот так, да. Приходила очень милая такая женщина, и этот министр иностранных дел приезжал к ней в гости, пришел. Да. Вот так я вот прихожу к выводу, что действительно мир тесен, и все народы братья. Да. Но, к сожалению, братья часто дерутся. К сожалению. Ой. Кто-то виноват здесь, наверное. Кто-то виноват другой, кто-то что-то даже евангельская притча или библейская, Каин и Авель, пожалуйста, первые люди, эти дети Адама дрались. Вера Александровна, потом, извините, это, если я не ошибаюсь, еще ученица была Расторгуева, это гилекский, русский, например, язык, эта книга опубликовала она словарь. Это тоже ученица, да, Бориса Всеволодовича Миллера, Расторгуева. Ну, как вам сказать, она вообще ученица Ивана Ивановича Зарубина больше. Она в Ленинграде училась, кончила Ленинградский университет. А Борис Всеволодович пригласил ее сразу после войны, может быть, даже в 1944 году, когда открылось восточное отделение на филфаке МГУ, Московского государственного, он прислал ей предложение работать в нашем университете. И она потом, смеясь, рассказывала, что я, значит, отказала ему сначала и написала своему учителю Ивану Ивановичу Зарубину, что вот меня приглашают, а я хочу вернуться в Ленинград. Она жила в Средней Азии, в Таджикистане тогда занималась таджикскими диалектами. Вот. И Иван Иванович сказал ей, написал, вот еще девчонка такая, ее Миллер приглашает. Куда? В университет московский, она еще тут отказывается. Вот, и она, конечно, побежала, согласилась, и была вот у нас, преподавал таджикский язык, потом среднеперсидским занималась. С Борисом Всеволодовичем у него были хорошие отношения, добрые, но они непосредственно на ученице его не была. Да, вот так. Ну, как, Лия Александровна, что у вас... Гилянским языком, да, занималась. Да, что вы о талышах мы как-то очень... Подытожить? Да, мы попозже хотели бы слышать о вас. Все-таки вы не только это словарь, автор словаря, вы очень статьи написали, тогда вот защитились кандидатскую диссертацию по талышскому тоже, если я не ошибаюсь. Ну, вы знаете, я фактически, ну, как сказать... Вас разочарую, наверное, потому что я больше занималась какими-то абстрактными вопросами, грамматическими, там, сравнительными. Дальше не продолжали изучение нет, у меня есть несколько, вот в нашем общем, от иранского сектора Института языкознания Академии наук, есть такая многотомное издание, называется «Основы иранских языков».
И вот там у меня есть статьи, посвященные талышскому языку. И еще были такие, они и есть, слава богу, не татский язык, а тати-диалекты. Тати диалекты. Да, тати-диалекты. Да, я их живо видел в Иране. Которые находятся, да, в Иране. Я встретился с ними. Были, да? Да, я встретился. Я вот Наурузали Мамедов, я и заодно вспомнил покойного профессора Наурузали Мамедова. Вы, наверное, с ним работали. Вот его диссертация тоже была называлась «Шувинский диалект талышского языка». Ну, один из диалектов талышского, которого в Иране очень много этих диалектов. И слово пошло вот Наурузали Мамедова, вы вместе покойного некоторое время, по-моему, как-то работали, вот, или как-то он был аспирантом когда-то. Да, мы много лет встречались с ним, я у него консультировалась по талышскому языку, он мне очень много помог, когда мы пытались расширить этот словарь. Но потом произошли какие-то такие события, что закрылся издательство «Русский язык», и все национальные эти редакции были закрыты. Так что все разбежались по своим национальным квартирам. Квартирам, да. Да, И вот. вот так. Я слышал, что вот это немного тиражами, да, вышла а? эта книга. Это когда-то вышел, по-моему, Да, сколько? 1500. И буквально это был дефицит этой книги. Я помню, что это у кого была эта книга, многие гордились, что у меня есть талышский русский словарь. Но вам благодаря вот этой книге, потом Наурузали Мамедов недавно опубликовал книгу, покойный профессор, в 2006 году, которая называется «Талышский русский азербайджанский словарь». И он упоминал и о вас, вот где-то говорит, первый от книги, это принадлежит Лия Пирейко. Вот он здесь отмечает и особенные благодарности вам, которые благодаря вам именно словарь огромный был начат. Вот здесь есть его благодарность и о вас. Ну, вот. Первый, в общем, глоссарий Борис Всеволодович написал. Да, Борис Всеволодович. Это книга Бориса в начале 20 века. По полному... Так что да. Вот. Но эта книга мы дарим вам. Ну, конечно, сейчас очень вот произошло Наурузали Мамедовым в курсе, наверное, что произошло. Ну, да, часть. Да, вот, к сожалению, как вы только сказали, вот, после развала СССР многие страны как-то стали суверенные государства и хотели как-то национальную политику начали как-то неправильным пути вести. Вот как-то национализм стал на государственном уровне. К великому сожалению, это происходит и в Азербайджане. И Наурузали Мамедова, я просто для информации, вы уже знаете, наверное, в курсе, что его посадили и по статье даже дали государственная измена, 10 лет лишения свободы. Но потом в загадочных условиях он умер в азербайджанских тюрьмах. Ну, конечно, Наурузали Мамедов мы опубликовали отдельную газету «Толуши саду» после него, которую полностью посвятили ему. И заодно сегодняшнем нашей встрече участвует жена Наурузали Мамедова Марьям Ханум. Вот в Москве она тоже, вот эта газета тоже «Толуши саду», который полностью посвящен ученому, которому мы это тоже дарим вам. Вот это судьба. Наверное, это судьба, видимо, нашего народа. Видимо, это такой. Но он, единственное то, что я участвовал в суде, он что сказал там? Говорит, я знаю, вы меня почему арестовали. Я знаю, почему вы меня судите. Вы меня судите за те статьи, которые я писал еще в советские времена. Но что-то в советские времена никто меня не судил. И это считалось вполне нормально, изучение науки и так далее. Я не атомщик, какой-то атомной станции работаю, чтобы был шпионом или измена народом. Я лингвист, я ученый. Это долго меня изучить языка и продолжать этого. Ну, как вы думаете, вот с края, из Москвы, например, эти события, вот какое у вас мнение? Мне мнение, что это трагическое очень событие, очень большая несправедливость, учинена в отношении Наурузали Мамедова, что он герой своего народа, человек, который жизнь отдал за свой народ, за его культуру, за то, чтобы у него было будущее светлое.
Вот, и мне просто очень жаль, может, это даже не то слово, а просто я очень переживаю. Лилия Александровна, вот это от книги его несколько слов предложений я хотел бы сказать. Если это в советские времена была бы опубликована эта книга, возможно, и все спокойно прошло бы. Вот, например, в этой книжке есть такое введение, вот несколько слов говорит: тем не менее, и я сын этого народа, как ученый, посвятивший всю жизнь, свою жизнь изучению талыша, талышского языка, его развития, изучения, пропаганды и сохранения культуры своего народа, имею моральное право на составление такого рода словаря. И даже испытываю тут некоторую гордость. Этот словарь, наряду с 60 другими научными исследовательскими работами, посвященными изучению различных областей талышского языка, является своего рода отчетом народа о проделанной мной работе, выносимой на суд его. Ну, ученый, конечно, умер в вполне загадочных условиях, но он будет вечно жить народа, потому что он оставил эти труды. Да. Ну, что делать? Вот так. Ой, вы знаете, когда-то Некрасов сказал такие слова: прочное дело, когда под ним струится кровь. И когда я вот читаю эти стихи, вспоминаю, мне хочется, чтобы эти стихи остались в прошлом, чтобы это для прошлого было, но, к сожалению, до сего времени. Вот струится кровь под всяким благородным и высоким делом. И на Фузали, конечно, жертва несправедливости большой. Лилия Александровна, он оставил вот, такой замечательный конечно, плод. Лилия Александровна, вот я математик, я доктор математики, я сам в Москве защитился, вот вы лингвист, ученый, вот я талыш. Но если я мечтаю писать о своем народе, чтобы в моем народе узнали всего мире и его культуре, а что здесь грехного? А скажите, а что нам делать, чтобы не стать шпионами или изменниками государствами? А что мы делаем? Но Мурзалим Мамедов был лояльный к властям, вы, наверное, знаете. Он был спокойный ученый. А что нам делать? Как вы ученый? Вот что нам советуете? Как нам делать? Как бороться за свои права? Честно говоря, у меня ответа нет. Я понимаю, что сейчас весь мир в такой буче какой-то страшной находится. И я могу только успеха пожелать в том, чтобы талышский народ развивался, культура его крепла, чтобы верные сыновья были в этом народе, чтобы они помнили своих хороших людей, которые за них жизнь отдали. Вот. А что вот делать, я просто не знаю. Не знаю. Говорят вот сейчас вот многие, что демократия, там, либерализм нас спасет. Но пока что-то они нам не принесли никакого добра. Советскую эпоху ругают, убеждают нас в том, что там был сплошной мрак. Но это неправда, у нас были высокие идеалы. Но сейчас обвиняют нас с прежнего поколения, вот мое поколение, что мы были, как бы в какой-то иллюзорной среде жили. У нас были иллюзии, а сейчас вот мы от этих иллюзий должны избавиться. Но не знаю, а власть денег, разве это не иллюзия? Да. Хотя она очень больно бьет по нам, по всем. Мы весьма благодарны вам за это, то, что беседу. Ну, я конечно, вам благодарна. Да, и мне очень просто, знаете, я не знаю, по сердцу пришлось то, что меня талыши благодарны, мне любят, и забывают, и, конечно, преувеличивают мои... Нет, мы не преувеличиваем, наоборот, мы виноваты, так и невнимательны стали. Нет, меня не забывают, не звонят, справляется о моем здоровье и все, так что я благодарна. Спасибо. Так что я могу считать, что моя жизнь тоже не бесследно прошла. Хоть маленькую черточку на эту летопись. Лилия Александровна, спасибо вам. Спасибо вам большое. Нам было очень приятно с вами вести в такой беседе. Но я вас чаем еще не напоила. Надо чайку попить. Спасибо вам большое.